Компания «Саханефтегазбыт» снизила цены. Топливо стало дешевле в 2 районах Якутии. Док-боксы и площадки для выгула. Есть ли условия в Якутске для прогулок с питомцами согласно федеральному закону? Альтернативный сеанс одновременной игры. Наталья Садовская провела мастер-класс в столице региона. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. С сегодняшнего дня социальные пенсии увеличены на 2%. Такая индексация осуществляется ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Сегодня в Якутии социальные пенсии получают более 29 тысяч человек. Между тем, вступили в силу поправки в правила оформления пенсий по государственному обеспечению. Отныне гражданам России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут назначить социальную пенсию по месту фактического проживания. Подтвердить проживание в стране для назначения социальной пенсии можно личным заявлением в пенсионный фонд, либо документами, выданными организациями социального обслуживания, исправительными учреждениями и образовательными организациями, в которых находится гражданин. Достаточно указать в заявлении о назначении пенсии фактическое проживание гражданина. Но есть одна особенность. Если социальную пенсию мы назначим только по заявлению, по фактическому месту проживания, таким гражданам нужно ежегодно подтверждать свое фактическое место проживания. Если они ежемесячно не получают эту пенсию на руки по месту фактического проживания, то есть через кредитные учреждения. В России запустят гаражную амнистию. Минэкономразвития подготовила проект закона, который должен урегулировать рынок частных гаражей, деятельность кооперативов, а также упростить процедуру оформления прав собственности на гаражи и участки под ними, пока он не внесен в Госдуму. В России зарегистрировано более 30 тысяч гаражных кооперативов, а на кадастровый учет поставлено порядка 6 миллионов гаражей. При этом Росреестр уже выявил более 2 миллионов гаражей, которые находятся вне правового поля. Компания «Саханефтегазбыт» снизила цены на топливо в Ниренгринском и Алданском районах. Стоимость автобензина снизилась на 1 рубль 30 копеек за литр, дизельного топлива на 50 копеек. Как пояснил временно исполняющий обязанности генерального директора компании Виктор Лебедев, это стало возможным благодаря снижению цены на топливо у заводов-производителей. На бензин марки «Премиум-95» на АЗС Нагоринской нефтебазы установлена цена в размере 50 рублей 40 копеек. На АЗС Томодской нефтебазы 51 рубль. Регулятор 92 будет стоить на АЗС Нагоринской нефтебазе 48 рублей 60 копеек, на Томодской 50 рублей. Дизельное топливо евро обойдется в 57 рублей 70 копеек на обеих нефтебазах. В Алданском районе проверят такси. Госавтоинспекции и сотрудники Минтранса региона особое внимание уделят легковым автомобилям, перевозящим пассажиров и багаж. Цель проверок – выявление лиц, осуществляющих перевозку без соответствующего разрешения. Рейды запланированы со 2 по 11 апреля. Аналогичная операция пройдет в Ниренгринском районе республики. Для разведки запасов глубоких горизонтов трубки мира «Алроса» начала поиск подрядчика. Начальная цена договора около 2 миллиардов рублей. Основной срок выполнения работ до 2-го квартала 2021 года. В результате будет составлен отчет с подсчетом запасов алмазов. На подземный рудник «Мир», затопленный в результате аварии в августе 2017 года, приходилось около 10% добычи «Алроса». 90% больных туберкулезом в Алданском районе являются представителями неблагополучных слоев населения. Кто в зоне риска и как обезопасить себя, расскажет Татьяна Махнина. Бытует мнение, что туберкулез – удел представителей маргинальных слоев населения. Это не так. Микобактерия Коха одинаково беспощадна ко всем, однако более легкой добычей для нее становится ослабленный организм. Злоупотребление алкоголем, недостаточное питание, тяжелые бытовые условия, а также хронические болезни истощают иммунитет. Кроме того, ведущие асоциальный образ жизни граждане являются слабым звеном в плане охвата контролем. Среди вновь выявленных больных основная масса, до 90%, не работающие лица. То есть продолжается та же тенденция, что
В последние годы болеет в основном асоциальная часть населения. Туберкулез опасен рецидивами. Перенесшие болезнь люди регулярно проходят курсы профилактики. Исцелившимся необходимо особенно тщательно заботиться о здоровье. Многие, ощутив дыхание смерти, в корне меняют свое мировоззрение, отказываются от прежних пристрастий и привычек, стремятся отойти от окружения, которое может стать губительным. Пить я бросил. Будучи здесь, я, в общем, бросил. А вот насчет курить тяжеловато. В основном гуляем на свежем воздухе. Каждый день до обеда и после обеда. Сохранять восстановленное здоровье готовы не все. Полностью отказаться от сомнительных удовольствий, подрывающих иммунитет, многим оказывается не по силам. Ну а как откажешься? Ну так-то не каждый день же, а так можно выпить. Если друзья придут там или еще кто-нибудь. Фтизиатры сталкиваются как с положительными, так и с отрицательными примерами. Можно ли уберечься от туберкулеза? В числе главных мер профилактики врачи называют здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. Соблюдение этих правил обязательно и для тех, кто однажды победил болезнь. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Якутске мало условий для выгула собак согласно закону об ответственном обращении с животными. Один из пунктов обязывает владельцев убирать за ними экскременты. Также закон запрещает выгул собак на детских площадках, однако на деле количество отходов домашних питомцев во дворах и улицах нашего города не сокращается, а детские площадки являются излюбленным местом собаководов. Вопрос с утилизацией отходов не до конца урегулированный, потому пакеты с ними нельзя выбрасывать в обычные урны. Специализированные же док-боксы или участки для выгула пока мало распространены. Я выгуливаю Найду 2 раза в день, утром и вечером, до работы, после работы. А для уборки, полиэтиленовый целлофанчик и одноразовые перчатки. Самое главное – это урны. Отдельные урны, куда можно выкинуть полиэтиленовый мешочек с какашкой собачки. Вот, потому что в некоторых дворах мусорки находятся очень далеко. Как бы утром, допустим, перед работой кто-то торопится, кто-то еще что-то. И просто может быть лень не убрать. Если бы урна была, допустим, стояла рядышком, все бы, мне кажется, больше народу бы убирало за своими животными. Многократная чемпионка мира Матрена Наговицына из Якутии победила польского гроссмейстера Наталью Садовского в эфире НВК «Саха». Победительница получила сертификат на 100 000 рублей от фонда будущих поколений. Шашистки сыграли 3 партии. Первую победила Матрена, вторая и третья партии ознаменовались ничьей. Наталья Садовская в шахматно-шашечном центре Якутска провела мастер-класс для всех желающих. Именитая спортсменка поделилась особенностями игры. Помимо этого, именитые шашисты провели альтернативный сеанс одновременной игры. Против них сыграли 26 желающих, из них 2 мастера спорта, 7 кандидатов в мастера спорта, а также разрядники. Я уже раньше тоже знала, что якуты самые талантливые дети в мире по шашкам. Они всегда были очень сильными. Но очень большой, хороший у нас в Польше, к сожалению, таких нету. Если есть, это маленькие клубики, а тут у вас хороший большой центр. Видно, что шашки у вас очень хорошо развиты. Фестиваль цветения вишневых деревьев проходит в Вашингтоне. В субботу несколько тысяч человек собрались на Национальной аллее, чтобы запустить воздушных змеев, рассказывает Ксения Орлова. Разноцветные воздушные змеи взмыли в небо над монументом Джорджа Вашингтона. В субботу на Национальной аллее, где располагается памятник, прошло мероприятие, приуроченное к ежегодному фестивалю цветения вишни. В парке собрались несколько тысяч человек. Шанс запустить воздушного змея высоко в небо получили даже самые неопытные участники фестиваля. Этому способствовала прохладная и слегка ветреная погода. 12-летний Логан Фридл в этом деле уже не новичок. Он рассказал, как сделать так, чтобы змей парил в воздухе.
Когда сильно задует ветер, вам будет легко, если кто-то будет находиться прямо перед вами и держать змея. В момент сильного порыва ветра его нужно отпустить, тогда ваш змей станет подниматься. Начинайте как можно быстрее раскручивать веревку, и тогда он поднимется выше. Если ветер продолжит дуть, ваш змей взлетит очень высоко. Национальный фестиваль цветения вишни проходит с 20 марта по 14 апреля и включает в себя свыше 40 мероприятий. Самое примечательное из них – парад, который намечен на субботу, 13 апреля. Сейчас деревья уже практически достигли пика цветения, который, по данным службы национальных парков, придется на 1 апреля. Вишневые деревья достались Вашингтону в подарок от Японии, как символ прочной дружбы между двумя государствами. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.